В общем, смотрите, о чем я хотел с вами поговорить. Когда с нами случилась первая волна коронавируса, да, вот такая в марте, неожиданно, совершенно неожиданно, люди очень интересно отреагировали на всю эту историю. То есть в основном были те, кто как типа скептики. Не одевали маски, ходили как попало. В общем, полный игнор в основном. Сейчас я вижу, что ситуация поменялась. Люди все-таки как-то, мне кажется, осознали, да, что что-то происходит. Тоже не все. Не все. Ну, сейчас, мне кажется, наоборот. Сразу, да. когда это только возникло, все вот в марте, в апреле, люди смотрели телевизор, как-то неделю, это им, наверное, да, было им прикольно, одевали эти маски, езжали в автомобиле один, он едет в маске, в своем автомобиле один в маске. Да. А потом к концу апреля это уже поднадоело. В марте уже стали конкретно забивать, летом у нас был сезон, как бы никто не болел. Да, летом мы победили. А сейчас да? вот действительно, когда ситуация обострена, люди уже просто устали, Слушайте, не верят, и не одеваются. ситуация сейчас же тяжелая. Ну, мы достигли мартовских значений по числу заболеваний. Да нет, ну как в марте было 10 человек в день, а сейчас... Почему 100? Вот, Да сейчас? нет, сейчас 100. Больше 100. 100 да, плюс 100 каждый день. плюс. Это официальные данные. Да. Так, Это значит, я официальные. просто... А в марте мы было официальные максимум данные 10. Я что-то. Нет, смотрите, знаете что? Вот у многих людей возникает такой вопрос. Когда в Крыму было условных там пару заболевших, у нас все было закрыто. То есть предприятия не работали, все сидели, то есть был какой-то, у людей какой-то страх появился. Но это опять же первые недели. Потом как-то все распогодилось, и люди как-то привыкли к этой ситуации. Сейчас, получается, мы все антирекорды бьем по заболеваемости. Говорят, что есть слухи ходят, что больницы переполнены, что людей не берут просто, скорые не приезжают. Но не во всех случаях, но такие тоже истории есть. Вы, наверное, не слышали про это. Вот. И как бы сейчас ситуация вроде как тяжелая. Вообще, что нужно ожидать? Этот рост будет увеличиваться? Вообще, как это происходит? Вот это вот, есть какие-то исследования? Есть какие-то ожидания? Ну, смотри, то есть почему мы были закрыты в марте, наверное. То есть были вспышки, каждый регион сам по себе его закрывают на карантин, он там переболевает 2 недели, да. Ну и все. И зараза не приходит из другого региона и не распыляется дальше. Понятно, что всех оградить, подготовить систему здравоохранения к такой вспышке, подготовить больницы и так далее, поэтому всех закрыть. То есть, но так как у нас с начала лета границы пооткрывали, сезон был, много, наверное, завозных случаев, хотя опять-таки все же проходили, вот эту, не знаю, диспансеризацию, там, нахождение на карантине 7-дневном и так далее, обсервацию, да, правильно. То сейчас зимнее время года близится, как всегда у нас ОРВ, ОРЗ и все остальные простудные заболевания, время пневмонии, время всех остальных болезней и плюс еще ковид. Вот, кстати, да, как вообще сейчас людям определять, что это не условное ОРВИ? Потому что я где-то прочитал, что если у вас поднялась температура, у вас ковид. То есть что это за история? Температура нет. Температура может быть и при ОРВИ обычно. Ну, согласитесь, что люди сейчас паникуют вообще? Ну, конечно, паникуют. Просто, как я считаю, что так в Москве сейчас считают и вообще в Европе, что вот если пневмония у человека, и даже если по мазкам там нет, не определяют ковид, ее все равно считают условно ковид. Как бы все пневмонии сейчас считаются ковидными в Москве, в Европе. Но у нас пока еще не так. То есть человек может болеть двухсторонней пневмонией, но если у него по результатам ПЦР он отрицательный, его как бы не будут лечить как ковид. Но в этом вопрос, мне кажется, немножко не совсем. Вот можно отличать пневмонию от ковида тяжестью заболевания? Вот, допустим, пневмония там какая-то односторонняя, там левосторонняя, односторонняя пневмония. Это может быть просто пневмония. Условно говоря, вот как это обычно бывает. Простудился, там тебе продуло. Да. Такое бывает вообще сейчас? Пневмония, бывает, да, симптоматика там разная. Во-первых, обычные пневмонии, их чаще всего сразу видно на рентгене. У ковид особенность то, что у человека может быть двухсторонняя полисегментарная пневмония, 50% поражения легких, а на рентгене легкие чистые. Только на КТ видно ковидную пневмонию. Сейчас все делают КТ. Да. Ну и опять же говорят, что КТ на ранних стадиях не выявляет ковид.
Ну, тут вопрос больше не то, что ковид это у нас тесты ПЦР. Компьютерная томография показывает, есть ли пневмония, нет пневмонии. То есть на ранних стадиях пневмонии, даже на компьютерной томографии, она будет соу-соу видно. И не весь ковид протекает с пневмонией. Может быть, ковид бессимптомный, может быть, ковид как ОРВИ. Но этим и опасен, да, что он может скрыто поражать. Да. Есть случаи, когда у человека не температура, как бы ничего нет, а потом выясняется, что там двухстороннее поражение. Ну, я таких, честно говоря, много знаю, даже знакомых, близких, у которых, когда уже выявляют, у них уже 50% поражений. Да, То потому есть что не было, иммунитет не среагировал, не дал температуры, не дал реакции. То есть она как-то скрыто, да, получается, идет? Она протекала скрыто, вот, а потом резко вот это вот нахлынуло. А вот скажите, вот простому человеку вообще, вот он сидит дома, да, можно как-то косвенными какими-то ощущениями диагностировать у себя? Вот, допустим, глубоко дышать. Можно это вот выявить, вот эту историю, если есть какое-то поражение легких? К примеру, Легких или ковид? Ну, ковид. Ну, ковид, я подразумеваю, что это поражение. Сейчас уже как бы говорят, что у 80% пациентов, которые переболели, были симптомы, это пропадало обоняние и вкус. Да. На первой неделе болезни. То есть, допустим, чаще всего у человека поднималась температура, там у кого-то 37,5, у кого-то 38, держалась там дня 3-4. Да. Человек обычно какие-то антибиотики Да. начинал принимать такое. А затем температура падала, а вместе с ним уходил вкус и ощущение запаха. То есть вроде как выздоровел, но вкуса, запаха нету. Да. И вот это вот как бы можно считать сейчас. Я просто, знаете, ну, почему думаю, вот сейчас как бы люди напуганы на самом деле, да, вокруг информации, вокруг вот это давление, там нет коек, скорые не приезжают или приезжают очень долго, и люди как-то напуганы. Вот мне кажется, нужно какой-то универсальный для них какой-то рецепт сформировать. Вот, к примеру, да, если есть какая-то одышка, наверное, да, вот какие есть симптомы такие вот косвенные, чтобы можно было понимать, вот как с медицинской точки зрения. Смысл того, что ковидная пневмония, она по сути от других пневмоний ничем не отличается, вот именно так глобально. То есть что из такого суперспецифического? Потеря вкуса, обоняния, но это может быть опять-таки не у всех. Да, я знаю, что... И да, резкое есть... проявление симптоматики, то есть то, о чем мы говорили. Там 3 дня все хорошо, на 4-й день бах, почти не дышу, все, заберите меня на скорой помощи. Прям резко. Да, может быть такое. Так То и есть. Какие... И бывает, что вот ты как бы болел 2 дня, температура 37, на 3-й, 4-й у тебя 38, потом тебя забирают в больницу, ты начинаешь на кислород, а потом уже на ИВЛ переводят. И человек за неделю может уйти. За неделю? Да. То есть... Очень резко идет вот это вот, не успеваешь догнать, в терапии не успеваешь догнать. Так получается, что кроме как профилактики ничего не остается? Ну, как бы есть, нету еще, даже как бы этот коронавирус, он был открыт давно, но там же есть его подвиды. Да, много видов, вот, там их 4 в семействе РНК. Это РНК, содержащие вирусы, их там 4 подвида. Вот. И обычно коронавирусы, резервуары были, ну, это животные, а человек, если заражался, то это протекало легко, как ОРВИ. Ну, это легкое ОРВИ, которое редко вызывало осложнения. Но вот что-то так поменялось в природе, что вирус мутировал. Что-то пошло не так. Вирус мутировал, вот, и начал вызывать такое сложное заболевание, которое пневмонией осложняется. Хорошо. Я знаю много семей, в принципе, мы тоже сейчас этим как бы занимаемся, условно говоря, профилактикой вообще общей заболеваемости. То есть принимаем какие-то витамины, там свежий воздух, какая-то физическая активность, да, это вообще помогает? Ну, общее поддержание. Мне кажется, это никогда не помешает. Это никогда не помешает. То есть, чем сильнее иммунитет твой, тем лучше ты воспринимаешь любые болячки. В любом случае. То же самое мы говорим про пневмонию обычную, даже про ковидную пневмонию и так далее. По поводу из рекомендаций, то есть лучше предотвратить это, чем это уже лечить. То есть, вот на что и направлены, собственно, все рекомендации. Ношение маски. Понятно, что она там как бы ватно-марлевая маска не особо защищает. Да, и вот эти вот хирургические, ну вот эти вот маски, которые везде, они как бы, если почитать, через них вирус проникнет. Ну, я такую картинку видел, такая большая решетка, только маленькие вирусы. Да. Но дело в том, что, допустим, человек болеет, и знает он, что он болен или не знает, и вот он носит маску, и там, допустим, едет в общественном транспорте и там чихает или кашляет. Эта маска, она хотя бы эти слюни его удержит. То есть она
на больного человека удерживает. Да, не даст ему распространить это. А 2 маски будет эффективно? Да не, ну, собери решетку на решетку. Если Да. ты польешься в 2 раза больше, то тогда будет, конечно. Вот. Я просто видел. Или так же самое, допустим, вы сидите в этой маске, и кто-то возле вас чихнул или кашлянул. То есть элементарно эта слюна какая-то не попала, ну, чисто даже все-таки защищает. Механическая защита, то есть от нее тоже не стоит отказываться на самом деле. То есть ну, Пусть минимальная, маски, но они надо. все равно, даже если условно говоря, ты не знаешь о том, что ты болеешь, ты Да. уже автоматический переносчик, Да. ты даже можешь легко отделаться, но кого-то заразить. Да, да. То есть это получается как проявление ответственности, да, человека. Социально, да. Он надевает маску. Что еще? Ну, руками не трогать лицо в Слизистые, общественных да? местах. Мыть руки. То есть зашел в Да, автобус, и потрогал дезинфицировать. вот так все, У меня, как знаешь, здесь сейчас. А потом И лицо. потом У меня трогай лицо. такая шутка была в начале пандемии, что коронавирус научил всех людей руки мыть. Мыть руки, Да, да. все верно. Как бы мы практиковали это тайное знание, Тайное но не знание. все, скажем Да, так. да, Ну, не то есть это на всегда. самом деле очень актуально. Даже. Да. Ну, это как бы элементарные средства Правила защиты, гигиены. да, правила личной гигиены, которые не требуют особых там умений, познаний. Но я и видел, так как далее. хирурги моют руки, это очень долго. Ну да. Знаете, вы что-то Они знаете, да? просто очень грязные, понимаешь? Постоянно притом. Постоянно мыть руки. Так, Да. значит, мыть руки, ну, соответственно, мыть лицо, да, то есть вот слизистые какие-то Ну и, плиты. конечно, вот то, что вот эта социальная дистанция 1,5 метра. То, что у нас сейчас нет, да? Обильное питье. Питье помогает, да? Да, вот воду или там чай. Ну, то есть, если вирус попал в ротоглотки, да, лучше, если ты будешь чаще пить воду и там, грубо говоря, смоешь его в желудок, Где он чем он, растворится. чем он попадет Слушай, в дыхательное я пути. как раз вот пытался понять, почему питье воды полезно. Я думал, ну как он... А он просто банально смывается, да? Ну, грубо говоря, да. Канализация. Да. Ну, грубо говоря. Грубо говоря, грубо, да. грубо говоря, да. Так, А если горячее питье, там чай Да. часто пить, он от температуры погибает быстрее. то есть уже- это тоже эффективно, да? Да, То есть да. тоже хорошо. И горячий там кипяток, условно говоря, Да. да, горячую Ну, воду. кипятком постоянно конечно, и от заливаться Он, не конечно, надо. и от спирта погибает, от Опа. антисептиков, да. Но А это что же мы говоришь, пить что- не будем. Ну, Даже в за всех не рекомендациях, говорите. по-моему, было указано, что там полоскать Начальных, рот, да, там, да, то ли, да. ну, каким-то алкогольным Боярышникам антисептиком. нельзя, Не да? боярышником, а боярышника спиртом не надо, 70%. спиртом. В первых рекомендациях Это было. первые да. рекомендации. Чувствуется какой-то такой хирургический такой рецепт. Просто Да. радикально. Так, Ну и, значит, конечно, наверное, то, что ограничить контакты с, скажем, с незнакомыми людьми. Да, Ну, поменьше скажем так, целоваться с снизить- незнакомыми. ага, ну это сложно. Это сложно, да. Значит, нужно как можно больше снизить контакты с теми контактами, которые можно избежать. Ну, условно Да, говоря, да? да. То есть, если, допустим, ты ходил раньше в кинотеатр, сейчас можно пока... Ну, лучше пока, дома, да, дома пока дома. посмотреть. То есть, получается, что... И что-то еще есть? Ну, из такого, что вот общедоступного, да, даже не знаю, думаю, этого достаточно, этих правил поддерживать. Вы знаете, мне показалось, что вообще этот вирус, он людей испугал, потому что нет лечения Да. такого прямого, и люди даже с деньгами как-то призадумались, да, даже Ну и те, да. у кого есть возможность. Да, да. А потому что, я же говорю, медики сами как бы сейчас столкнулись, не знаем, ну, не то, что не знаем, всякие вариантики накидываем. Вариантики. Да, но нет такого вот там То вот есть стандарта, чёткого, что да, эту чёткого болезнь ты алгоритма. лечишь так, так, А у так. вас нет такого там какого-то там чата в Вайбере, где вы пишете, так, витамин D помогает, вот там что-то такое, какие-то Я инсайты? скажу, изначально были, но сейчас как бы тоже, ну, уже все Имбирь приустали. пили, честно, имбирь кушали? Нет. Нет. М-м. А, это то, что вот эти Когда цены, цены за вначале, да, имбирь, за когда он имбирь. по 5000 был. Мне Больше кажется, было. кто-то очень классно придумал это. Ну, это всё. гений маркетинга. Фабрика имбиря. Даже просто я там была. где-то 150 грамм купил там за каких-то 500 рублей. Я не Психанул. знаю. Я не психанул, я просто был раздавлен давлением. Женщина говорит, купи имбирь. А лимоны, лимоны. Не, лимон это классика. Лимоном мы балуемся давно. Ну, это А все тоже имбирь- как бы направлено было на повышение повышение иммунитета. Не Слушайте, знаю. ну, как Ты бы же не так... заболел, значит, работает. Видишь, Ну, это все имбирь за 500 кто его рублей знает, работал. Кто его знает, да. Может быть, мы переболели. А может быть такое, да, что ты переболел и Да. не знаешь Симптомы, это? конечно. Можно сдать анализ на антитела, которые покажут, болел ты или А не где болел. они сдаются, кстати? Можно называть эти частные Не, ну, клиники. смотрите, как? Смотрите, ну, мы сейчас В не любой будем частной называть. лаборатории. То есть человек идет, и сколько стоит такой анализ? За 1500. А, по-моему, да? Ну, что-то 1,5 или такое. 1100. И Ну, сколько вот времени он делается?
течение недели. Ну, смотри, раньше 3 дня было, а из-за того, что сейчас Да. лаборатории Да. нагружены, 7 дней, а районы и вот ну, там, небольшие Вокзалы. города, я имею в виду районы вокзалы, там вот Феодосию там 11 дней результат. Ну, кого-то. логика Ну, что-то- понятна, логика понятна. Слушайте, а вот это вот нету каких-то этических вот этих вот проблем? Ну, я сейчас скажу, о чем речь. То есть КТ стоило условных там 1500. По-моему, никогда Потом не стоило полторы стоило. Ну, 2000 точно стоило. 2000 точно стоило. Ну, если 500 рублей для вас Да, деньги. да, там 1000. Потом стало 3,5. Я слышу, что уже 5. Часто. Я вот думаю, это свет подорожал, так почему? Конечно, свет подорожал. Что еще может подорожать? Это Просто- как с имбирем. Ну, как Нет, Решили я- подзаработать. просто вот меня удивляет такая штука, что когда у тебя больше клиентов, ты, по идее, должен снижать цену, потому что у тебя как бы есть объем, вот это все. Это вообще никак не регулируется, потому что, ну, люди... Ну, Вы вроде понимаете, же о чем я наше говорю, да? правительство сейчас пытается это понял. срегулировать. Но я Ну, думаю, не знаю, они на самом деле, кто это регулирует, эти вопросы. Это же Да. частные частные структуры, компьютерные... понятное дело, что они видят томографии. людей. Что идут. хотят, то делают, в принципе, Да, да? ну и плюс дело в том, что они увеличили свой штат, сейчас у них работает КТ и днем, и ночью, то есть они То есть почти дополнительно набрали круглосуточно. людей, Да, чтобы круглосуточно. дополнительно оплачивать людям, ну, как бы... Ну, все равно, конечно, ладно, я понимаю, как зачем бы, так повысили да, цены, это, это скажем неоправданно. так, Это, конечно... Была бы у меня компьютерная томография. Скажем так, это частная история, да, это услуги, кто что хочет, то, в принципе, идея. Просто бесплатная томография, хотелось бы, пожалуйста. ну, Ну, давай не очередь будем про просто это. чуть-чуть, Давай не да, будем как про это. бы. Про бесплатно не будем там томографию. очередь, конечно, Там да. очередь просто... Там уже сейчас и в частной очередь. И в частной очередь, да. Сейчас везде очереди. Везде очередь. Ну, Везде конечно, все очередь. идут, Просто все делают томографию. я делал жене КТ, у нее тоже там где-то 2 дня была температура. Это еще, ну, пора, в начале сентября был. И что-то, ну, естественно, мы как-то переживать начали, да, и чтобы исключить, как бы, ну, мы думали, что мы исключаем этот вариант, хотя сейчас понятно, что мы его не исключали, по сути. Мы поехали делать КТ, и там было много уже тогда народу, то есть все шли, и понятное дело, что люди боятся, люди идут, делают, проверяются. И сейчас, помимо того, что ты боишься, в принципе, этого вируса, ты еще боишься, что ты можешь очень сильно попасть на деньги. Да. Потому что сейчас, кто переболел, они называют сумму 50-60 тысяч за лечение, если там 2 недели, условно говоря, лечился. Но это серьезные деньги, солидные, скажем так, деньги. И сейчас, помимо того, что есть какой-то общий страх заболеть, Я просто В шоке. сяду в дом. не могу, да, просто? Не могу, просто широкий. Ну, страшно понять. Не, Раш, ты всё, ты я скат, вот да, так, соберись. всё, я просто боком, все нормально. Вот. Ладно, хорошо. В общем, этот этический момент мы оставим. Значит, подытоживаем, да, для простых людей. То есть, что мы можем делать? Это, естественно, дистанция, исключить нежелательные походы, ношение маски как такое, да, Мыть как руки. блокатор, мыть руки. И ограничить контакты, непонятно. Контакты, и непонятно плюс что. там какие-то витамины, какая-то активность тоже не помешает. И- Поддержание иммунитета. а вообще вот врачи, вы же вроде как такие, ну, скептики, да, вообще, по идее? Вы скептики? По поводу чего? Ну, по поводу того, что вот настроение может повлиять на заболеваемость? Условно говоря, человек, который загоняется, который там, ну, что-то себя Ну, я считаю, что подавленный. настроение может повлиять, если как бы на заболеваемость, может быть, нет, но вот когда ты заболел, если ты заболел, вот твой Психологически. психологический настрой, если ты там... Это работает? Ну, я считаю, Мы да. это не можем доказать. Да, Я ну, поэтому и спросил. Вы же Ну, скептик. Но если человек говорит, доказать-то вот, да. вот все, я вот все заболел, все пропало, все, пишет завещание, чаще всего как бы для него, ну, хуже протекает болезнь. Ну, по или идее, какие-то это исходы. работает, ну, это должно работать, да, потому что Психологический может сигнал все равно настрой, да. Ну, как эффект под- плацебо. Да, Две он же стороны. подает сигнал. Психосоматика, вот как-то ты свой организм настраиваешь или на то, что он будет болеть, тебе будет плохо, или ты заболела и думаешь, ой, ну ничего, сейчас немножко полечусь, подлечусь, и все будет хорошо. Мне кажется, это Так, работает. хорошо. Давайте такую еще проблему рассмотрим. Я не говорю о том, что вот этот ковид, да, он повлиял на экономическую историю, да, то есть сильно ударил по конечно. предпринимателям, там много бизнесов лопнуло. То есть такие серьезные были последствия и есть. Они сейчас идут, то есть люди борются, стараются выживать.
Скажите мне, пожалуйста, вот что случилось с обычными простыми нашими инфарктами, инсультами вообще? Они куда делись? Такое ощущение... Приезжайте в Такое больницу, ощущение, Симашко. да, не, вот, Добро пожаловать. как мне кажется, да, что эти все болезни, они отодвинулись на какой-то третий план, хотя они же очень опасны и требуют скорейшего, непосредственного этого. Ну, и они не то, что отодвинулись на второй план, просто, ну, раньше, да, была маршрутизация, допустим, из района везли в определенный, там, например, ЮБК, Да. везли там в Ялту, там построен центр. Теперь это все отдано под ковид, и Да. это все везется в Симферополь. И, получается, нагрузка легла вот на этим занимается То есть вот в центре, республиканская больница. условно говоря, один общий центр. Да, и это все сводится. И если, допустим, раньше врач, ну это не точная цифра, я сейчас говорю, Да. допустим, врач там вел, допустим, пациента там в кардиологическом отделении, там Да. у него было 15 человек, грубо говоря, то условно. сейчас у него 35. Да. Как бы нагрузка легла на врачей. Так, ну, в каждом отделении. Ну, если, условно говоря, у тебя там какая-то сыпь, да, это терпится. А если у тебя инфаркт, ну это же серьезно. Нужно Но же... инфаркты забирают, конечно, везут. Куда? Везут в Симферополь. Конечно, да. То есть... Просто сейчас проблема со скорыми, да, очень тяжело вызвать скорую, потому что бригад ЭД и до этого не хватало, их всегда не хватало. Да. А сейчас, когда их вызывают, ну как они приедут, если там вызовов такое количество, что бывает, их вызвали в 8 утра, они приехали только в 8 вечера. Но это не потому, что они сидят, да, а просто такой поток вызовов. А как они едут? Допустим, кто-то вызывает, и, ну, там же оператор скорой помощи спрашивает, какие симптомы, по кому. И вот кто-то там описывает симптомы инфаркта, и, естественно, скоро поедет на инфаркт, Да, а не к человеку, да. который говорит, у меня там температура 39. Да. Понимаете? Палец ударил. Как бы. То есть, по сути, есть такие, да. по сути, скорая, она, в принципе, выбирает, да, куда в первую очередь да, ехать, конечно. куда. На такие там инфаркты, инсульты, ДТП, это как бы первая очередь туда сразу едут. Ну, экстренные состояния, да. конечно, все равно на первую очередь. Но в любом случае как бы не справляется система здравоохранения. Тут даже мы не говорим про Крым, мы вообще говорим глобально. Да. Ну, в этом, наверное, суть и была вот этих вот мер, чтобы вот этот пик, его как-то растянуть. Растянуть, да. То есть, в принципе, это же разумно, да? То есть сейчас многие столкнулись с тем, что банально не могут лекарства купить. Даже проблема с физраствором была. То есть не просто вот у меня очень близкий нам человек ездил, и он не мог найти физраствор в аптеках. Хотя, казалось бы, да, физраствор. То есть получается, что из-за этого пика, из-за того, что очень много заболевших, новых заболевших, соответственно, и выросла покупаемость лекарств, лекарства пропали какие-то условно, да, они скорее всего пополняются, но какая-то нехватка, она ощущается. Конечно. Получается, что и с этой стороны тоже проблема, да, то есть мало того, что ты должен иметь деньги, ты должен еще и найти эти лекарства. Да, да. В этом случае, мне кажется, нам нужно обозначить, что для простого человека ему нужно немножко голову включить, да, все-таки, потому что если у нас там сейчас свадьбы до сих пор проходят, вот я этому удивляюсь просто до невозможности. То есть ты едешь там мимо там какого-то ресторана, а там праздник. То есть люди, это, наверное, из-за святого отрицания, да, как вот этот орден называется? Я недавно встретил человека, с которым у нас деловые отношения, и мы как-то просто перебрасывались словами, я говорю, ну, так и так. Он говорит, да, это все выдумки. В Америке очень популярно. Ну, в каких-то штатах. У меня вот есть движухи. знакомые в Америке, с которыми я сейчас общаюсь, и они как-то там даже и религиозные, глубоко религиозные, они как-то все... Но тем не менее, даже вот в Инстаграме всякие звезды, да, американские, видно, они постоянно ходят в масках. Все лето ходили у себя в Лос-Анджелесе на пляже, идут там в маске. То есть там... Что? Нет, одета как положено. Ты эту картинку видел? Да? Как маска неправильно одета. Что можно сказать этим людям, которые говорят, что это просто форма гриппа? Вот что можно им сказать? Это Ничего. можно пожелать заболеть? Ничего. Мы таким не Можно занимаемся. пожелать удачи. Можно помочь человеку, который хочет вылечиться, который слушает специалистов. Да. Человек, который не слушает специалистов, считает, что он там прав, потому что он где-то это прочитал, а специалист, который готовился к этому там 20 лет, не прав.
пусть вот не надо ему мешать. Да, Не надо ему своя мешать. правда. Естественный отбор, да? Не то, Это что естественный естественно. отбор, просто смысл бороться за того, кому это не нужно. Когда есть очень большое количество людей, которым действительно нужна помощь. Не, я думаю, что как только он начнет задыхаться, он как-то Конечно, пересмотрит свои... он потом скорую позвонит, а потом еще жалобу напишет, что вот я... У меня был грипп, а меня не встретили. Да. Но это только грипп. Да. То есть получается, что можно сказать, что люди сами вообще виноваты? И вообще можно сказать, что вот, ну, то есть, когда вот все лето я видел эти переполненные пляжи, просто переполненные, ну, во-первых, и туристов много приехало, но и наши тоже не отставали. То есть переполненные пляжи, эти маршрутки, эти очередя, то есть везде люди. То есть распространение вируса было просто, ну, очевидным. Ну, люди устали, я думаю. Тяжело, просто. ну, Это как психологически, бы, как бы, да, весь месяц удержать сидеть дома, людей. потом еще один Мне месяц кажется, не сидеть надо было дома. весной это делать. Не надо было нас тогда закрывать, мое мнение. Ну или не так долго не надо было держать, потому что тогда не было объективно столько Такой случаев. опасности не было, да? Заболеваний столько не было. Как бы, вот, мне кажется, сейчас это актуальнее, чем Сейчас было актуально. весной. Да. Ну, сейчас, ну да, но мы как бы не будем это обсуждать, потому что это экономическая история, да? Да. Как бы там можно Разотвернуть. черт ногу сломать. Но просто понимаете вообще, что я хочу, да? Я чувствую, что среди тех, кто уже пострадал, а их много, Да. реально, то есть по районам, там, Симферополе, целыми районами, там люди реально болеют улицами, целыми улицами болеют. И этот страх, он у людей присутствует. Хотелось бы, чтобы просто дать какую-то маленькую инструкцию, которая бы им просто помогла. Понятное дело, что им уже со всех утюгов прожужжали про эти маски, что нужно мыть руки. Все это понятно. И люди это делают. Хотелось бы какой-то рецепт выявления на ранних этапах, но это тоже, я так понимаю, что рулетка и кому как повезет. Да? То есть предвидеть это невозможно. То есть получается, что можно просто как-то дистанцироваться, просто как-то снизить количество контактов. Ну, как ни парадоксально, не паниковать, думать головой, по крайней мере, пытаться. Мне еще в данных кажется, нужно тоже ситуациях. нести какую-то социальную ответственность. В том плане, вот есть много людей, вот там температура 37,2. Да. Ну, я понимаю, всем нужно зарабатывать деньги, всем надо что-то кушать, но вот сейчас часто такое есть, 37,2, а я все равно пойду на работу. Ой, многие так ходят. А я пойду на работу, потому что, ну, как бы и пойду. Могу себе позволить. Потом они приходят, переобщаются с кругом определенных лиц. Притом они еще тогда достаточно часто близко общаются, любят и приобнять, там, и еще что-то. А потом на следующий день, там, или через 2, у него уже 39, а потом ковид. А этот человек ходил на работу с температурой 37,2. Ну, как бы нужно тоже какую-то перед обществом, мне кажется, нести ответственность. Да, и мне кажется... если у тебя такая вот 37-37,2, да, как бы это не смертельная температура, и в другое время можно там сходить было на работу. А сейчас, как бы, мне кажется, ну, лучше пересидеть дома. Просто многие в отрицании живут, и эти люди как раз-таки с температурами и ходят. То есть они говорят, ой, да это просто там я просто посидела, там что-то меня протянуло. Да, меня продуло, протянуло. Ну, по сути же, это же никак так по-нормальному не отследишь, но есть вот эти электронные градусы. Она же не работает. Там я видел в интернете, да. 35. Я видел в интернете, что там просто брали, Да замеряли, нет, что мне кажется, они это не все меряют. равно человек чувствует. Но когда у тебя температура 37,2, ты чувствуешь ломоту в теле. Я думаю, все чувствуют. И у каждого есть дома градусник, под мышку сунул, ты проверишь, есть у тебя температура или нет. А вот смотри, такая а дальше ситуация. ты уже сам решишь, пойдешь там ты куда-то или не пойдешь. Вот а смотри, чаще всего идут. такая ситуация, да, ну, сейчас семьи в основном большие, да, не всем там повезло жить там вдвоем, условно говоря, да. Допустим, там 6 человек, да, или 8 человек семья. А у одного человека поднимается температура. По законам ковида все остальные инфицированные, правильно? Ну, ближайший контакт. Ну, то есть в одном доме живут, там ручки, двери, это 100%, да? Ну, не 100%, почему? Иногда бывает, дети чаще могут не заразиться. Нет, я не говорю про они переносчики. Они же Ну, переносят, да. они как бы не заразились, но они там дальше в детском саду передали, и дальше пошел. Это я к чему говорю? Вот, допустим, человек, у него температура, он говорит, все, я сегодня дома остаюсь, а все остальные разбежались. Да. Кто на работу, в детский сад, все, у всех же жизнь. Да. Ты же не можешь сказать, там, допустим, многие просто не могут себе позволить дома остаться, понятно. потому что нужно зарабатывать. Да, это как бы простые вещи, да, люди сейчас в основном выживанием и занимаются. То есть нет такого, что, ой, да я месяц спокойно дома просижу. Ну, члены семьи, да, но хотя бы больной человек мог бы уже и посидеть дома.
А я говорю про ситуацию, у которых крымских татар, я думаю, распространена. То есть вот человек один с температурой, он слег. Все остальные пошли дальше. Ну что, выгнать этого человека из дома? Все там публично, Ну, да? изолировать хотят. То есть сейчас же по такому принципу больницы и изолируют. Если где-то был выявлен ковид, больницу закрывают на карантин. Да, это сейчас нет, это Ну, было весной. да, Сейчас уже... Сейчас все работает. Да, сейчас же уже даже Позже. если у тебя подтвержденный ковид и это легкая форма, уже не госпитализируют, остаешься лечить дома. И семью на обсервацию тоже не Не берут. Ну, а нет ресурсов брать. Нет семью. ресурсов, а не госпитализируют, потому что такое к ним. Я вообще слышал, что в августе, по-моему, когда вот такие были истории, что прям семью всю забирали, госпитализировали. Ну тогда еще были. Были тогда места, да? тех, у кого подтверждалось у семьи, их госпитализировали, даже если не было симптомов. А те, кто, не подтверждалось, их забрали на 2 недели в обсервацию просто. Ну да. Ждали, да, будет, да. не будет. Тогда получается, что эта мысль верна, что все равно переболеют, Да. обретут какой-то иммунитет, Ну, это тоже интересно. и тема не закроется. Повторно уже подтвержденное заболевание, то есть можно и Иммунитет повторно. пока, насколько известно, формируется нестойкий. Вот на полгода. Потому что те вот в Китае, которые переболели, допустим, зимой, Да. они летом заболели снова. Некоторые даже через 2 месяца. Да даже у нас есть случаи, когда в марте человек болел, и в августе такой везунчик еще раз заболел. Ну, прям медаль 2 из можно. 2. Медаль можно То повесить. есть с иммунитетом тоже вопрос, он формируется не у всех, есть, которые переболели, он не сформировался, а у тех, у кого формируется, он нестойкий, то есть в течение полугода пропадает. А вот, допустим, да, человек переболел, у него там было 30% поражения. Легкие вообще восстанавливаются? Ну, смотря как. Для этого используют дексаметазон, чтобы не образовывались фиброзы. Да. Да. Фиброз это Так, как бы... сейчас нормально скажи. Выйди и нормально Это- зайди. Вышел, зайди нормально. То есть смысл пневмонии в чем? Максимально простой язык. Есть воспаление, есть... Ну, что такое воспаление, Да. понятно, Ну, да? да. После того, как... После Я умный, воспаления- аудитория Не, ну объясняет. я же не говорю, что... Сейчас самому надо сформулировать так, чтобы сам понял, что сказал. Выйди, зайди нормально. Да, да. То есть после воспаления остается какой-то след, да, то есть если Да. это брать пример с кожи, да, вот это Рубец. шрам, Рубец, да. рубец, То есть да. на легких тоже ткань легкого это функциональная ткань. То есть ее основная функция в чем? Ну, дыхание. Да. То есть когда у нас там образуется рубец, то есть эта ткань первоначально она не будет нести свою функцию, Да. то есть она не будет вырабатывать, Да. да, заниматься продуцированием кислорода. Так. Для этого используют такой препарат, дексаметазон, гормональный препарат, правильно же, да, я говорю? Ну, да. Пока все верно. Пока все верно, он просто разбирается в этих моментах. Для того, чтобы как бы ткань легкого был ниже шанс поражения, чтобы она могла восстановиться. Не превратиться в рубцовую ткань. А Вот без так. препарата? Риск выше. Слушайте, а если Я правильно учитывать, говорю? если Да. учитывать, что многие болезни, они прошли скрыто, и человек не понял, он же может с 20% поражениями вообще не понять, что он болел. Да, может. А значит, для профилактики можно его употреблять? Нет, Как для бы, профилактики, для профилактики нет. просто У То него есть много других Побочные. Конечно, да. Повышение Это вообще давления, гормональный, артериальное это давление. гормон как бы. Так, подождите. Тогда это получается чаша весов, да? То есть мы думаем, Нет, но здесь когда нам уже легкие был- восстановить или печень посадить? То есть что Нет, мы на выбираем? печень Тут не же- тут же садится. вопрос- это я условно говорю. Не в этом Нет, тут же у проблема. нас вопрос о чем? Если у тебя бессимптомно проходит болезнь, То Да. тебе он не нужен. Он тебе не Нет. нужен. Он нужен, когда есть поражение легких А и когда там существенное. поражение легких без симптомов не может пройти. они Может. появятся. То есть Как? проявятся. То есть еще раз, у тебя отдышка начнет появляться. Даже Да. при 20% она появится. Но опять-таки это все индивидуально. То есть, Да. допустим, для человека, у которого вес там, не знаю, 180 килограмм, Давай не будем про это. нет, ну, просто, да, У там, того появится. у того появится и... То есть нагрузка да, возрастает, нагрузка все понятно. возрастает. Смотрите, значит тогда, если брать, думать логически, можно сдать тест на антитела, и при выявлении, что ты типа болел, можно принимать этот препарат или не стоит? Нет, Компьютерная- антитела показывают, ПЦР есть анализ, Да. он показывает, болеешь ли ты сейчас. Да. Если показывают, что ты болеешь, тебе надо сделать пойти КТ легких, посмотреть, что там у тебя с Да, легкими. да. Если там поражение легких есть, надо обратиться к врачу. Всё, Самому это не надо этим стандартно. заниматься. Не надо. Да. Чебрец И он не тебе- помогает, да? Чебрец И он не тебе помогает. назначит, там дозы есть разные, ну, как бы Так, с это- этим понятно.
Вот. А если у антитела тебя- показывают, переболел ли ты Вот, уже. вот это И я есть и ли у тебя спрашиваю. иммунитет. Да. И если у тебя есть антитела, есть иммунитет, ну, как бы тебе не надо уже ничего применять. Значит, ты когда-то поболел, вообще для себя не ощутил. Всё А хорошо. организм выделил антитела, то есть ты молодец, ты от вируса И защищен. легкие, в принципе, не поразились. Так что ты там не Да. Дорогая задыхаешься. томография – золотой стандарт. Ну, обследование. На самом деле, я как бы не рекламирую сейчас. Не, ну понятно, просто понятно. То есть, ну, все сейчас, в принципе, и это и поняли, что Лечение наугад неправильно. да, да. То есть томография, получает, выявляет степень сложности, а там дальше уже по, Да, там по просто на книжке. Да? томографии видно, какие зоны поражены, что поражено, как поражено и так далее. То есть, ну, собственно, для этого она и существует. Потому что на рентгеновских снимках не всегда это видно, а чаще всего вообще не видно ковидную пневмонию. Так, хорошо. Тогда такой еще момент. У нас сейчас каждые семьи превратились в такие мини-больницы. Объясню, что значит, что это такое. То есть я думаю, что многие боятся вообще обращаться в больницу и лечатся как-то сами. Но мы, конечно, их осуждаем, что это неправильный метод, да, то есть вообще все поведение. Но вот, допустим, да, есть у нас эти болезни, все никуда не ушли, там связаны с сердцем, сосудами, со всеми вещами. Стоит ли человеку как-то просвещаться, что ли, в этой области, как-то заниматься самодиагностированием, то есть быть грамотным в этой области, то есть какое-то оказание первой помощи, допустим, если какие-то симптомы есть у близкого человека. Ну, потому что этот же путь, он же возрос, то есть если раньше там за 15 минут можно было быть уже в больнице и принимать лечение, сейчас этот путь может увеличиваться, да, и может быть от твоих действий ты можешь спасти человека, там, ну, который рядом с тобой находится. Ну, говоришь правильно, но здесь такое... Это очень скользкий лед, да, получается? Да, То есть потому можно и что навредить. лучше же. не В меру. навредить, да. Самое главное, если ты заметил, как бы стучать во все ворота, обращаться за медицинской помощью, вам говорят нет мест, искать эти места. Вплоть там до как бы жалоб. Ну, то есть или еще это что-то, конечно, да. выглядит, может быть, да, так, ну, не знаю, что ты идешь, борешься, собственно, за себя, за свою семью. Да. Тебе, по сути, должно быть все равно на Да. соседа, Да. на соседа еще с улиц, человека из другого города и так далее. То есть тут же вопрос идет о выживании, о том, чтобы получить медицинскую помощь. Да. То есть, как бы я считаю, в этом плане человек должен делать все, что у него, вот все козыри, которые у него на Лучше руках не есть. не заниматься самолечением, а как бы максимально кинуть силы на то, чтобы человек попал в больницу, его там обследовали и сказали, что вообще у него, нужно ему в больницу, или это вы как бы Всё перебдили и идите Да. домой, там у вас ОРВИ, и слава богу, там напишут, что лечить, и все. Мы сейчас это рассматриваем с позиции пациента, а не с позиции Да. врача. Зачем ты ко мне пришел? Ну, Да, понятно, конечно. что ты там Да. морочишь Зачем ты голову. мне воротишь Да, голову? да. А Ну, с позиции пациента, конечно, лучше дома не высиживать, потому что чаще всего происходит, что сидят дома. завтра станет лучше. Завтра станет Завтра лучше, пройдет. сейчас Всё пройдет, еще, всё а потом и пройдет. на эти всеми известные 12 часов ночи, когда алло, скоро я. Да, нам что-то Да, нам вот. что-то плохо. Лучше как бы сразу обращаться Ну, здесь за получается, помощью. что, в общем, если чувствуешь, что все плохо, да, нужно прям настаивать, нужно Да, бить Даже в да. не все колокол. плохо, как бы уже подходит к тому, чтобы стать все Да, плохо. да, да, Вот да. так, чуть раньше. Ну и в любом случае, да, какую-то там полезную литературу, адекватную, какие-то там, ну, книги, я не знаю, брошюры тоже можно читать. То есть сахарный диабет не надо, если у человека сахарный диабет, не надо кушать торт на ужин, например. Нельзя, да? Ну, как бы не очень хорошо. У человека с высоким давлением заниматься, не знаю, физспортом, побежать в тренажерный зал, там, приседать с огромной штангой, это тоже, я думаю, не самая лучшая идея. Ну Ну, да. вот как бы вот Такой хотя бы себе. базовые моменты. Слушайте, а по лекарствам сейчас вообще есть какая-то вот генеральная линия, что, скажем так, помогает вот в этом? То я понимаю, что лекарства нету прямого, но что сейчас вообще Мы говорим врачи... сейчас за ковид. За ковид. Мы пока говорим просто про ковид, да. Есть, ну, что сейчас выписывают, условно говоря, в борьбе с ковидом? Есть такая история? Ну, выписывают, я знаю, что в больницах лечат, там, сейчас показал, зарекомендовал себя гидроксихлорин, препарат, тоже не знаю, говорит это или нет. Не, ну... В общем, я говорю, это я- противомалярийный препарат вообще, его используют для лечения малярии. И вот в исследованиях показали, его сейчас вводят при лечении ковида. Да. Но дома тоже как бы его употреблять нельзя, потому что там есть достаточно серьезные побочные эффекты, которые только, ну, в больнице, когда его дают, Под контролем. под контролем это Под все контролем. делается. Вот. Ну, а-
Не, я понял, я просто контроль представил. Не, понятно. Я просто почему, ну, что имею в виду, что... Ну, стратегии терапии как бы разработали. Сейчас Антибиотики. стараются антибиотики. Это Подбирают вот, антибиотики, да? То есть они же не всем подходят, да, эти антибиотики? ну, как бы есть направление, старт с каких-то вот антибиотиков. Всегда стараются начать с антибиотиков попроще. То есть, Если помогли, то все окей, да? да, а Хорошо. если не помогли, берут группу, которая там действует на более Ну, широкий логика спектр. понятна, Да. да. Вот, потому что если, ну, чтобы было чем прикрыться выше, Ну, то допустим. есть линия обороны. Да. Да. Ну, это От понятно, первой да. и назад. От меньшего зла большим. Хотя здесь такое, если пациент поступает уже в крайне тяжелом состоянии, там доктор видит, что ну, как бы прогноз По плохой. глазам, да. Здесь, глазам. да, здесь иногда наоборот дают максимально как бы уже... Ну, слушайте, уже терять нечего, условно говоря, Да, да? дают максимально там как бы сильный антибиотик сразу. Не с низких Ну, начинают. времени же нету, пробовать, там, ждать, там, Вот, да. реакцию. Ну, это вот тоже все. А так, ну, как бы стратегии разработаны. Рекомендации у пульмонологов, анестезиологов, реаниматологов есть ассоциации специалистов. Вот. И постоянно выходят новые рекомендации. Вот вышли уже 10-е. С февраля месяца уже 10-е вышли. А они... И в этих рекомендациях там диагностика постоянно описывается, лечение. И это лечение вот с марта как начиналось, и сейчас оно постоянно меняется, что-то это убирают, не что-то помогает, добавляют. да? Ну да, потому что оно же только, ну как бы, Ну, тоже ж не понятно, знаю. да. Нет, сложность понятна. А вообще эти рекомендации, они отличаются от стран? Вот, допустим, там в Европе, там, в Италии там свои рекомендации, в Нет, Испании они свои. в чем-то сходны. То есть коммуникация есть, да? Да. И это все открыто, да, получается? Да, у нас вообще много взято, вот вообще и это и в Европе, и из Китая, потому что Китай первый Но они столкнулся. передовые. Да. Но они, наверное, все-таки больше и в вопросе, да, они больше изучали этот ковид. И мне кажется, они Не экспериментируют. надо было кушать летучую мышь. Мне тоже кажется, это не самый аппетитный Слушай, зверь. ну да, вот это прям вообще. Это ну. была маленькая ошибочка. Слушай, ну это человек, да, от которого все пошло. Мне кажется, он горд собой. Он, правда, об этом никому не говорит. Ну, я Так, думаю, он тоже ел летучую мышь, нет хорошей жизни. Хотя... Да, Нет, у них такие может, вкусовые это просто предпочтения, рынок. там Вот на ты- рынке у них Да, если бы ты посмотреть. рынок видел, там вообще в чем вообще проблема была, что животные, которые в природе не пересекаются, они все в одной яме лежат. И поэтому там получаются такие контакты, которые в принципе не предусмотрены. Следующая турпутевка в Ухань. просто. Да. То есть, А там, кстати, сейчас вроде побезопаснее, чем в других. да, да. Они так А сказали. вообще, ну вот у вас, как у врачей, да, вы как бы, ну там, условно говоря, на первых рубежах. У вас вообще есть какой-то, ну там, страх, там, опасение? Вообще, зачем я выбрал эту профессию? У меня, да. Но сейчас же нагрузка получается, и вы же не можете сразу, ой, не, все, теперь я не врач, а там я ноготочки теперь крашу. Задумываюсь об этом Я бы порой. тоже побежал бы красть ноготочки. Вы это получили. Где это получилось? Да, и заработок тоже, можно сказать, не Не, ну, хуже, и ответственность намного меньше. Я Да, вообще часто об этом всегда, думаю. вот я всегда об этом задумывался. Ну, врач, да, ну, хирург, там, ну, скажем так, да, вы же не просто медсестрами работаете, медбратами. То есть у вас как бы квалификация, сложность, ответственность, плюс На сейчас... самом деле у медсестр и медбратьев тоже такая достаточно серьезная. Нет, тема. ответственная работа. Да, я не, ну, как бы я сейчас не Да, умоляю мы ничего. поняли. Да, я просто говорю, что есть понятие квалификации, есть понятие обучения и вообще всей этой сложности. Вообще, как сейчас вам работается? Понятное дело, что вы как бы загружены работой, что сейчас стало посложнее, но само вот этот страх есть, там, может, родители, там, родственники говорят, может, там, как-то вы самоизолируетесь или там не ходите на работу, что-то такое. Ну, страх есть, и, особенно как бы ну не то, что у людей, которые там 50 плюс, да, Да, ну, у возраста. родителей, да, вот у наших Ну, я родителей. даже не про, я про персонал, вот про врачей, Да, там, которые да, да. работают, потому что это все-таки больше зона риска. А если есть приморбидный фон, какие-то дополнительные заболевания или там избыточный вес, то есть Да. это прям группа риска. Да. И как бы сейчас сталкиваешься, что очень много медицинского персонала в больнице прям лежат больных. Ну, это понятно, Вот. потому что они на первых рубежах, они Естественно, непосредственный контакт. ну, как бы это же тоже люди, а не роботы, естественно, страшно. И многие идут на больничные, берут там Специально. отпуска за свой счет. Ну да, есть. Ну, это как превентивный такой удар, да, то есть избежать вот эту первую Да, волну, да. потому что, ну, поток же он огромный идет. Да. И Их, наверное, тоже можно Она- понять. ну, На всех самом можно деле, понять, да.
А нагрузка все увеличивается. Я промолчу про средства защиты. Ну да, это, мне кажется, что об этом, в принципе, все знают. То есть в интернете никто не забанен, там люди новости читают. Все есть, все хорошо. Все, да. Все есть, все хорошо, все понятно. Выпей воды. Стоя. Да, Так, хорошо. Конечно, страшно. Да, ну, Ну что, работать надо. да, меня больше пугает фраза, что все равно переболеют. Вот это меня больше всего фраза напрягает, когда, ну... Ну, просто так как не придумали, как с этим бороться, понимаешь? Ну, вот именно так, чтобы вот... Будем надеяться на вакцину. Будем надеяться на вакцину. А есть такая мысль, что это уже новая реальность наша, что этот ковид, он уже постоянно, то есть... Но мне не хочется в это верить, честно я тебе скажу. Есть секты вот этих, кто не верит, что это новая реальность. Секта отрицателей. Да? Отрицатели того, что это реальность. Ну, смотрите, но он же никуда не делся, этот вирус. И он, Не судя по денется, но всему, я не все-таки денется. надеюсь, что мы как-то к нему тоже приспособим. Ну да, человек такой... Нос нельзя трогать. Человек такое существо, что он, да, ко всему приспосабливается. Да. Так, хорошо. Значит, в принципе, про ковид понятно. Я думаю, что вот эти вот превентивные меры по приниманию всяких витаминов, люди уже сами, наверное, уже разбираются. Они уже вычитали все интернеты, все форумы. То есть, в принципе, я думаю, они... Главное просто, чтобы это было адекватно. Адекватно, не 50 таблеток за раз. Да, да. Все, завтра это точно у меня точно будет лучше. Нет, просто адекватно, консультации врачей. Врачей, конечно, не хватает по Крыму, но тем не менее, если есть кто-то где-то знакомый доктор, врач, как-то, ну, чтобы проконсультировал. Ну и сейчас, кстати, есть такая тенденция, что врачи просто увольняются. Да. То есть, ну, если я правильно понимаю, вот, допустим, возьмем в абсолютных числах, да, условно говоря, в Крыму 100 врачей. Если подвести какую-то, ну, там, калькуляцию, какие-то подсчеты и сказать, что, допустим, 30 врачей уволилось, ну, примерно 30%, да, но это же квалифицированные кадры, квалифицированный персонал. То есть вот на эту пустое вот это вот образующее место, что туда, как это место? Я же вот говорю, один доктор, который вел столько-то, начнет вести больше. То есть пациентов. качество, соответственно, падает Конечно, приема. конечно. Соответственно, А доктор превращается в загнанную лошадь. да. Ну, И он тоже может там и сразу в риск попадает, да, в зону риска. Конечно, да. Ну, да, да. А рецепта, то есть у нас с материка там, условно говоря, никакой поддержки. Нет, наоборот, наши уезжают на материк, потому что там все-таки больше оклады. Что, о чем еще хотел поговорить? Раш, по твоей части. Ты по твоей части. Что я с тобой поговорю? О чем еще? Ну, вообще у вас практика какая? Ну, чем занимается Раш, я знаю. Я врач-анестезиолог-реаниматолог. Так, Передавай простыми передовому. словами, это наркоз. И реанимация. А реанимация в чем заключается? Ну вот эти вот показывали же все эти видео, ИВЛ? когда ИВЛ. То есть это твоя... Да. То есть непосредственно реанимация, да, вот с этим ИВЛом связанная. А вообще препараты у нас сейчас, ну, вот эти аппараты, они ну, местные там, типа... Ну, в смысле местные? Ну, производство чего? Ну, раньше, до этого вот всего, это было в основном там Америка, Германия, да, но их как бы немного нам поставляли, они были достаточно старые. А сейчас, вот с этого года, наши местные заводы в Питере, в Москве очень кинулись делать аппараты ИВЛ. Перспективная, в общем, перспективная разработка. Ну, это, в общем, да. Спрос большой. И начали поставки аппаратов ИВЛ именно российское производство. Импортозамещение. Да, да. А вообще как вот с этим, ну, получается, вот к вам поступают больные уже прям тяжелые, да? То есть кого вы подключаете? Реанимацию? Да, в реанимацию. Ну, не всех на ИВЛ. ИВЛ есть... Кому-то мы просто даем подышать кислородом. То есть ты дышишь сам, просто маска, там дополнительная подача кислорода. Кому-то мы подключаем неинвазивный ИВЛ. Это значит, что аппарат ИВЛ одевается тоже маска, она очень плотно крепится к лицу. Некомфортно это. Вот. И аппарат ИВЛ как бы там или по давлению дает воздух, или по объему, там это параметры, ну, там много параметров выставляешь. И он помогает как бы человеку дышать. Если не справляется и так, допустим, недостаточная оксигенация, низкие показатели сатурации насыщения, ну, это крови кислородом, вот, тогда переходим на инвазивный ИВЛ. Это значит, что пациент интубируется,
в горло вставляется специальная трубочка, Мгм. да, и уже вентилируется через эту трубочку. Ну, как бы это уже Ну, это прям крайне, сложно. да. А, кстати, вот я сейчас вспомнил про этот момент, что количество кислорода в крови. Сейчас эти продаются аппараты, которые замеряют количество. Пульсоксиметр. Да, но по сути это же тоже помогает, ну, рабочая история. То есть если у тебя поражены легкие, у тебя, значит, кислород низкий в крови. Ну, конечно, да. Но мы То есть- всегда им пользовались. Не, ну еще, вы, да. а вот дома, они же какие-то маленькие еще есть аппараты. Они такие маленькие, как Всё. прищепочка. На палец одеваешь, он считает пульс и показывает сатурацию. Так получается, это же тоже хорошая история. То есть дома Ну, иметь да. такой аппарат. Ну, в принципе, Ну, да. И ты аппараты себя... ВЛ дома имеют тоже. Не, ну, ты себя Не, ну как-то... аппаратом он уметь пользоваться, а в принципе пульсоксиметр, да, А какая это норма вообще вот кислорода в крови? 99-100%. Это прям хорошая. Да, это у здорового человека, он дышит, ну, 98, Какая 99. граница, когда надо вот Переживать. внимание, да. Ну, при снижении ниже 95. То есть 95 это уже... 95 вот где-то так. Да. Мгм. Всем пульсоксиметр Алиэкспресс купить 10 штук. Не, ну слушай, ну Ну, это тут же такое реально... тоже дело, как бы, это надо тоже понимать, допустим, если там, Погрешность есть какая-то? ну, погрешность, Ну, если да нет, хронические- если ну, нормальный есть еще аппарат, нет. хронические болезни легких. Да, то- допустим, Изначальный. Да. Да, если ты здоровый человек, у тебя вот нормально 99-100, ну там 98. А если, допустим, у тебя есть Эмфизема. эмфизема, хронический Или операция на бронхит или лёгком. что-то такое, и у Была. тебя нормально для тебя сатурация, там 95 4, да. или 4, Ну, то есть человек с этим живет, да? человек с таким? этим живет, он к этому привык, он долго к этому шел, так Да, сказать. да, да, да. Вот. И для него там 95 он с ним живет. То, как бы, конечно, для него показатели снижения падают. Для него надо задуматься 92, наверное. А вот эта вот отдышка, она появляется когда? При какой сатурации? Сколько там кислорода? Ну, это Ну, прям уже плохо, да, когда есть отдышка? Да, да. Ну, дело в том, что отдышка не всегда связана с сатурацией. Допустим, я могу поприседать, у Не, меня это померяешь это сатурацию, она отдышка будет 100% понятно. это. А когда ты в покое, да, появляется... То есть ты просто отдышка. сидишь и появляется отдышка. Да, можешь это уже лежать. прямой симптом, да? Да, да. Но тут тоже у каждого. У кого-то она может появиться при сатурации там 96, а у кого-то ниже 90. Ну, резервные функции организма У всех разные, да. Мгм. Ну, то есть, Ну и размер легких изначально у всех разный тоже. Ну, тут же идет по отношению Размер к твоему легких, телу, да, он понимаешь? за всю жизнь адаптируется как бы под тебя. Ну, то есть я говорю, что, да, даже, как сказать, у толстого человека излишнего веса как бы легкие не вырастают. Они, в принципе, у всех примерно одинакового, да, размера, но они адаптируются вентилировать вот такой Это организм. К нагрузкам, да? Да, они- да, они А вот у адаптируются. пловцов они как бы большие изначально легкие, да? То есть они У тренированы. всех они, то есть сами легкие адаптированы под это. А, КПД легких у Да. всех Да, разные. да. Ну, ты можешь сразу сказать нормально? я- Что ты вот это вот? Прости. Я просто не могу понять. То есть я логически понимаю, что у них они ограничены в объеме. То есть получается эффективность легких у Да, всех разная. да. Ну вот. Ну все. Так, хорошо. Ну, кстати, я просто почему? Про этот аппарат, когда услышал, я подумал, ну, это, слушай, ну, это нормальная история. То есть ты дома берешь, как-то замерил, если у тебя 92, то значит нужно да, прям да. идти к это делать. Как минимум. То есть это хорошее. А у тебя нет температуры, ничего. Ты раз просто сидишь, вечером померил. И хорошая история, кстати. Мы врачи постоянно ходим, себя сейчас меряем. У меня такой штуки нет, к сожалению. Да-да-да. Почему? Не знаю. Фаталист, да? Ну, хирург, что вы от него хотите? Да, мы... Хирурги, они все изолированы, Вот да? как это, как доска, понимаешь? Так, ну, получается, что да, то есть есть чего бояться, есть чего опасаться, то есть это все происходит на глазах. А вот как с психологическим вообще вот этим давлением, ну, как Очень справляешься? выросло число суицидов. Но я Среди говорю, кого? не говорю, что медперсонал, а вообще популяция. В целом? Да, в целом. Да, Есть люди- статистика, да? Да, да. Мгм. Ну, это понятно, почему. По разным причинам, да. Кто-то боится, ну, и экономически, и психологически. Мне кажется, что сейчас настолько много вот этого инфошума, что человек может просто вот сидя в своей квартире Так дойти накрутиться, до да? суицида, Да, да. да, да. То есть настолько без... Я просто помню в марте, да, когда все это началось, это было реально с каждого утюга, и просто в какой-то момент ты себя ловишь на мысли, что ну это просто уже везде. Да, Ты да. выходишь на улицу, а там солнце, там птички поют, и никого нету, да, все уже там. Постапокалипсис. То есть, ну это же тоже есть такая история, да, что человек может себя накрутить по-жесткому.
Очень накручивает. Да. Поэтому спокойствие и думать головой. А вы рекомендуете новости не читать пациентам вообще? Ну, вы для себя такую практику используете? Ну, я, например, вообще, честно говоря, стараюсь новости не смотреть. Ну, Я, у вас конечно, новости потом... вот так перед глазами, в принципе, Да, что там их читать? ну вообще я и про не только медицину, а вообще про войны и всякое такое. Но это Да. лично я. Я потом спрошу у Раши, да, он мне Что там, там? говорит, что там происходит? Он говорит, Даш, там все плохо. Я говорю, ну, ладно. Ну, Даша умеет объяснить геополитическую ситуацию. Да. Ну, то есть, мне кажется, и так тяжело сейчас. И когда ты еще смотришь, там война, там пожар, там взрыв. Лишний себе вот эту эмоциональную нагрузку создавать. Да, мне кажется, что ну, как бы, ну да, ты сам должен знать, что в мире происходит, но прям сильно вникать, мне Да. кажется, не надо. Мне кажется, что это проблема, потому что все сейчас в социальных сетях, все Да. прям внутри, а там в основном про это информация, про ковид. И, конечно же, вот эти два лагеря, первый лагерь, который просто трубит, что все очень плохо, что ситуация Все плохая. умрем. Ну, это нет, но вообще, что нужно максимально прям себя беречь, все. И второй лагерь, который вот так просто в Инстаграме, это выглядит так. Там очередь в ИВЛ, люди умирают, у моего родственника там что-то куда-то. И следующий листаешь, там свадьба, люди гудят, там балдеют, все. То есть вот это вот какой-то Так, на третьем сюрреалистическая видео можно реальность. увидеть людей из этой свадьбы, потом на ИВЛ. Кстати, К хороший сожалению, пример. Я, значит, в Инстаграме смотрю, и медсестра в Бахчисарае одевает в Инстаграме вот этот вот скафандр. Ну, прям одевает такая вся, и себя снимает. Но это же хороший инфоповод, да, то есть чем мне ленту не обновить? Ну, я думаю, ну, интересно, да. И ее же Инстаграм листает, да, а у нее буквально вчера они на свадьбе были. Там прям гуляют с мужем, все на свадьбе. И я вот теперь думаю, это вообще что? То есть человек вроде как из профессии, да? То есть, ну, вроде должен понимать, что есть какие-то риски, есть какие-то проблемы, есть, ну, то есть, есть какая-то угроза. И тут же получается, что человек как-то и не сильно в это... Это что такое? Есть Я не какая-то... знаю. Ну, еще раз говорю, человеку тоже как-то надо расслабляться, нагрузка. Да. Понимаешь, очень много и за, и против на Да. каждую позицию. Да. То есть и можно и говорить, что да нет, ну скорее всего переболели уже, ну что толку, человек так работает там по 16 часов, ему надо как-то отдохнуть. Да. С другой стороны, можно сказать, ну как, это же представитель там, ну, лечебного дела, он Да. должен следить, подавать примеры и так далее. Вот что тебе нравится, оттуда и отталкивайся, Да. понимаешь? Ну, кстати, да, я вот В об этом не принципе, думал. она никому ничего не должна. Она как бы отпахала в этом костюме, Да. с нее сошло 7 потов. Да, да, И это вообще я не послезавтра представляю. ей надо идти туда-обратно, а она, может быть, чтобы ничего с собой плохого не сделать, пошла потанцевала на свадьбе, расслабилась. Кстати, да, а что-то там- я чересчур за это зацепился. Действительно, люди, может быть, даже этот подавленный стресс, который вот не разгрузился, да, может быть, он еще хуже сработает Да. вот в конечном Ну, то есть итоге. тут как бы тут оба варианта и правильные, и неправильные. Я думаю, она обязательно на свадьбе ни с кем Никакой- не это, да. И вот каждые нет, вот как три раз таки нет. минутки дезинфицировала руки. Инстаграм не даст И соврать. после видео сняла, а потом сразу масочку одела. Ну, это 100%. Это Это по-любому. прям, ну, как пить дать. Так, ну, хорошо, понятно. В общем, в принципе, я думаю, эта тема уже всем надоела, и все равно это не мешает, как бы, быть адекватным, быть в теме, ну, понимать какие-то симптомы, быть внимательным к себе, к близким, и все это дело мониторить. А теперь у меня к тебе, Раш, вопрос. Наконец, вернулись обратно. Да. Смотри, вот ты как бы... Вообще, у меня большой вопрос Ты к... закрылся от зрителей. Не, Да, у он, нас там мы тут на крупняк несколько- работаем. Несколько Да. камер. Слушай, вот у меня, я как бы знаю, что ты хирург-онколог, можешь так называть, да? Ну, можно. То есть ты... Не, не знаю, у вас какая-то вративная этика есть, Не, как ну, ты это правильно. называть? Так и называется. Да слишком веселая для такой профессии. Господин хирург. Господин. Назови меня господин. Слушай, ну смотри, какую вещь я вообще заметил, что у нас, скажем так, да, жители живут так, что этой проблемы не существует вообще вот онкозаболеваний. А по сути это же, ну, большая проблема, Большая да? проблема. Большая проблема.
И ну, так получилось, что я как-то побывал в Генезисе, вот, как раз-таки, который специализируется по этим вещам. И я видел этих людей, ну, которые там пришли, болеют, когда кто-то лечится, кто-то что-то куда-то. И это как бы, знаешь, это как бы какой-то отдельный мир вообще. Есть какие-то советы простому человеку, который вот живет, у него ничего не болит, у него все нормально. А есть ли какой-то для него универсальный совет для него и его семьи, как проводить какую-то профилактику? Есть ли какие-то маркеры, то есть куда смотреть вообще? Вот, я так понимаю, что если на ранних стадиях это как-то выявить, то это шансы повышаются. Ну, конечно, чем раньше выявить онкозаболевание, тем больше шансов, что от него можно избавиться с благоприятными исходами. Как и с любым заболеванием. Как и с любым заболеванием. Ну да, в принципе, да. Но онкозаболевание тем и страшно, что оно проходит бессимптомно. Не И когда... все. Не все. Не все? Не все. А что с симптомами происходит? То есть какие заболевания? Ну, смотри, какие группы? допустим, возьмем, ну, вот по моему профилю, там, да, заболевание рак пищевода. Так. То есть самыми первыми симптомами это будет то, что пища будет плохо проходить. Ну, Прям в горле? Прямо в горле. Ком, да. То есть ты как бы ешь, и она Да, как-то она застревает? застревает. То есть к нам люди приходят, и некоторые через полгода. Вот у него говорит, у меня первые симптомы появились полгода назад. Ну, я То думал, есть он что ел, пройдет. и у него там что-то Да, застревало? и он говорит, ну, я думаю, пройдет. И вот полгода ходил, и вот сейчас что-то вообще перестало еда проходить. Вот сейчас решил Пью к вам молочко, обратиться. Ну, без шуток. Ну, Вот я так и понимаю. Да, есть. исхудал. Слушай, ну Да, это же, да, понятно. Если я вот стал желтым, ну, Да. вот уже месяца 2, и вот что-то мне показалось, что сейчас вот самое время. Ну, это как бы смешно, но так это ужасно, и так оно и происходит, есть да, на просто самом на деле. самом деле. Или Ну, рак это же- кожи, тоже вот такое пятно. Это Они же тоже- от неграмотности, получается, Мне человека. кажется, это от какого-то пофигизма. Вот На себя. тоже, да. Ну, это у нас прям культ, Ну и да? неграмотность тоже. Неграмотность неграмотность. наложена на пофигизм. Да. То есть у нас Не на то, люди что не люди, из-за следят. того, что люди работают, им надо зарабатывать деньги, у них нет времени на то, чтобы пойти, там, ну, у меня какое-то пятно на коже, там, мне надо пойти на работу, принести Да. домой деньги. Да. То есть вот ну, на это направлено. То есть люди как-то в себе невнимательно относятся, да? Невнимательно. Ну вот смотри, допустим, там горло, а вот когда у тебя горло как бы плохо еда проходит, это какая стадия? Это прям плохо уже все? Но опять-таки, это все индивидуально. То есть расположение, да, то есть оно может быть там в одном месте, только вот в одном месте там, Да. переезжать, и все, маленький там 2 сантиметра опухоль, а может быть 12 сантиметров. То есть это все индивидуально. То есть для этого, собственно, и созданный профосмотр. Да. То есть что это? Рентген грудной клетки, у женщин это маммография, ну, молочные железы, там, гастроскопия, ФГДС, вот этот всеми любимый шланг А в рот. мужское любимое. Да. Колоноскопия. Давайте не будем сейчас проверка про это. простаты. То есть это же не просто потому, что там, давайте... Нравится доктору, а что мне давайте, давайте по приколу будем... там, Вот тебе 2 билета на колоноскопию. вот сюда билетом, пройди, пожалуйста. Да. То есть это же тоже направлено как раз для того, чтобы выявить заболевания на ранних этапах. Да, Но предотвратить. так как, опять-таки, нельзя нагрузить систему здравоохранения, чтобы люди ходили каждые 2 месяца. Не, подожди, Раш, подожди. При всем уважении, ты мне покажи здорового человека, который сейчас на колоноскопию запишется. Ну нет. Так давайте Но у нас в реально. стране нет. А опять-таки в Америке это очень Ну, там много популярно. таких, Ну, в слышали. Японии гастроскопия 2 раза в год. То есть рак желудка у них это было там бич. И они его как бы Они победили его, потому что там 2 раза в год гастроскопия на ранних этапах выявляли рак желудка. И Это лечили прям его. обязательно? Обязательно. Да, В Японии да. это было вплоть То до есть штрафа. без этого анализа ты просто там не устроишься на работу? Ну, там. как детей в сад не возьмут без Ну, то есть прививок. все там очень вот серьезно. такое. Ну, это было для Японии. То есть они побороли вот это человеческие, ну, халатное отношение Да. к здоровью, да? Ну, что у нас? Рентгенография грудной клетки. Она показывает. Показывает, то есть мы для чего ее делаем? Чтобы найти какие-то образования в легких. Что это может быть? Туберкулез, ну, рак, собственно, А это который только не болит. легкие? Ну, легкие, да, и грудная клетка. Это и органы тоже Ну, просвечиваются? ну, что это? Грудная клетка, вот, сфотографируй меня здесь. То есть, Да. что, средостение. Не, я знаю, что такое грудная клетка, Все. да. То есть это для того, чтобы выявить на ранних этапах. Почему? Потому что рак легкого, который не располагается возле грудной стенки, то есть где-то сбоку, Да, то есть да, он да. просто не болит. Да. То есть он может себя проявить чуть позже. То есть, ну, условно говоря, если тебе повезло, и он возле стенки, ты его почувствовал, Ты его на ранних почувствуешь, да, стадиях. на ранних ты такой, так, у меня что-то болит, пойду я сделаю снимок, сделал снимок, что-то увидели, и все, и начался Всё, путь и уже нормальный несколько вариант. месяцев. А если опухоль растет где-то в середине легкого, то есть человек условно компенсированный, да, он там всегда занимался спортом, у него все хорошо,
он не чувствует, что опухоль растет, как бы на дыхательной недостаточности. То есть легкие компенсируют эту да, всю то есть историю? он не чувствует это, ходит, потом Там он уже метастазы становится хуже, делают снимок, а там опухоль 10 сантиметров уже. То есть о каком-то радикальном лечении благоприятном речи не идет. То есть поэтому у нас рентгенография 2 раза в год. Но так как у нас люди иногда... Пожалуйста, напишите, что я ее Да, прошел. да. А гинекологические? То же Женщина самое. должна раз в год ходить к гинекологу. Вот от девочек менструация как пошла, раз в год надо ходить к гинекологу. Это обязательно. Это прям с детства? Да, конечно. Ну, подросткового. И вот до самых-самых. Но у нас как происходит? Ой, нет, Так, ой, не хочу. с какого времени нужно начать переживать, прям сильно переживать? То есть, прям ходить. Смотри, то есть у нас онкология, опять-таки, она делится, да, так на простом языке, там, на молодой возраст, на средний и на старший. То есть в основном основная вся онкология это возраст 50-60 плюс. Ну, то есть как, вал такой большой. Вал такой, да. Но при этом это не значит, что там, 30 лет, в 28 лет не надо этим заниматься. То есть у нас много пациентов с раком легкого, которые на самом деле там, до 50 лет. То есть как бы нетипичны для этой болезни, но тем не менее. То есть очень много раков крови, которые наоборот в молодом возрасте проявляются. И в детском. То есть в детском возрасте. То есть, да, как бы никто же не застрахован. А как его диагностировать? Ну, это рак крови, это на простом языке анализ крови. То есть тоже опять-таки профосмотр. А он показывает? Он простой показывает. анализ Ну, крови? там сдвиг определенных значений, нетипичный. То есть по крови ты можешь понять, борется ли организм или нет, да? То есть там что, то белок есть, повышается? Нет, там не белок повышается. То есть условно у тебя есть разные типы клеток. Которые отвечают за что-то. И, допустим, одних клеток у тебя стало вместо 10 2, а других вместо 30 стало 500 тысяч, понимаешь? Что это такое? Я просто, знаешь, почему это спрашиваю? Вот, опять же, возвращаясь к обычному человеку, да, который вроде как осознанно, да, то есть он хочет продлить свою жизнь, и вот что нужно ему делать? То есть я слышал, что после 35 лет прям нужно прям внимательно все это делать, ходить и все это. Вообще, если честно, вот диспансеризацию как бы тоже никто и не любит, эти очередя и все. Но тоже не придумали. Вот врачам, честно говоря, 300 лет, как бы, это лишняя нагрузка. Но это же тоже придумано для того, чтобы выявлять на ранних стадиях заболевания. Профосмотры как раз для этого и направлены. Поэтому надо посещать профосмотр. Обязательно. Потому что люди, которые к нам приходят с профосмотров, это чаще всего первая, вторая стадия. То есть благополучное лечение которых без каких-то дальнейших осложнений. То есть и там процент выживаемости, конечно, высокий. Конечно, да. Ну, то есть, что лучше лечить? Опухоль, которая 2 сантиметра или которая 15, и вырастает во все остальные структуры. Понимаешь, о чем речь? То есть... Это не только онкология, сердечно-сосудистые заболевания. Ну, вот там вот смотрят направление. Можно ли, есть такое понятие, как комплексный осмотр, да? Есть какая-то процедура, допустим, вот человек, условно говоря, там простой там какой-то рабочий. А может ли он пойти там в больницу и сделать какой-то там тест или пройти там ряд тестов, чтобы выявить какие-то проверить основные вот эти вот самые распространенные заболевания? Так нет, вот на профосмотре так делают ЭКГ тебе, да, и смотрят, есть ли у тебя проблемы с сердцем. Это вот и есть. Там гинеколог посмотрел. То есть, получается, каждый за свою локальную, да? Да. Там онкология, сделали снимки. Это первый этап. Это первый этап, да. Это хотя бы отсеять часть. То, что он спрашивает, есть какие-то вот это и есть, то, что основные, это там общий анализ крови, мочи сдал. Вот это уже раз в полгода желательно это делать, да? Вообще раз в год это... раз в год это минимум. Да. 2 раза в год нормально. Да. Ну, понимаешь, опять-таки, тут же смысл, почему оно так делается, чтобы вот этот промежуток времени между двух исследований, чем он короче, тем меньше вероятность, что мы что-то пропустим. Да. То есть раз в год, то у нас 12 месяцев что-то может произойти. Раз в 6 месяцев, за 6 месяцев может произойти. Просто понимаешь, понятно, что раз в 3 месяца еще лучше, да, там что-то тоже сдавать. как бы... это же нереально. Да, об этом То есть же и речь. хотелось бы какую-то... Хотя бы раз в год, если бы люди ответственно к этому относились и проходили, а не так, как обычно. Как это происходит. Пока там что-то глобальное не произойдет. Да. Или просто напишите мне, пожалуйста. Это стандартная история. Просто, может быть,
Ну, как вы вообще думаете, почему у человека, ну, я бы сказал так, советского человека, да, там, советского, постсоветского человека вот такое наплевательское отношение к своему здоровью? Почему так происходит? Мне кажется, это из-за того, что даже не знаю, нету времени у человека, и он знает, что нужно работать. Ну, мне вот кажется. Прям все вот в это упирается. Ну, деньги. Ну, то есть ты пойдешь, это надо, чтобы обследоваться, выделить день. А там бесплатных нет вот этой диспансеризации? Она бесплатная, она бесплатная, но все равно на нее время. пойти, Да. как бы выделить после работы или еще куда-то, да. Вместо работы. И Да. врач работает с 8 до 9. А я ты себя не чувствую успел. нормально, я себя Ну, хорошо чувствую. Зачем мне надо туда идти? Я лучше дома телек посмотрю. Ну вот, да. То есть, Потому что я вчера работала, и завтра мне идти работать. А еще и свой вечер потрачу всё, буду в очереди стоять. стоять. вот Вот это в вот. Оно мне поликлинике, надо. всё. Да я лучше вон шашлыка поем с друзьями. Ну, как бы приятно проведу вкусно время. рассказываешь, да. Ну, да. Вот. Или тоже еще что-нибудь найдут, эти врачи еще вечно что-нибудь найдут, выкачка Там вот это денег. Вот эта вот фраза же есть, нет здоровых, есть Да, недообследованные. да. Это вообще откуда Что-нибудь фраза? Ну вот это ж... Это Я не с вашего отдела? Я был здоровым человеком, пошел, они там что-то Написали, нашли. понашли, куда-то меня... Особенно вот эти байки в основном ходят про частные клиники. Ой, туда попал, деньги есть, ты больной, все, привет, приехали. Но частные клиники не за счет этого живут. Вот Это я да. тоже так думаю, Да. что Тут вопросов нет. если Чем- есть возможность заменить тебе печень, то нужно это сделать. Да, 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 у государственной себе наоборот, никто лишнюю работу не любит искать, Да, он как да. бы наоборот, ну там как бы по факту, если есть, то есть, потому что потом, если кинуться, что, допустим, вот человек обратился, да, к онкологу, у него уже там 3-я стадия, а он говорит, Нам сказали, что ты здоров. а доктор говорит, а что же вы раньше не обращались? Да. Говорит, а я ходил на диспансеризацию вот в государственную клинику, а там сказали, что у меня все хорошо. Вот вернуться туда, найдут, куда он ходил. Ну, а человеку это уже не поможет никак. Ну да, Ну, но тем не менее следят за этим. за этим То следят, есть и какой-то это контроль есть, контроль и есть. взаимный Конечно, да. контроль тоже есть, да? Да, поэтому... Сверхконтроль Да. этого всего. Но на самом деле диспансеризация работает. Вот по опыту нашей больницы, то есть много людей, опять повторюсь, приезжают вот уже с диспансеризацией. Слушай, а вот у тебя, ты работаешь уже с больными, да? Конечно. То есть ты не работаешь с теми, кто просто там, ну... Притворяется. Ну, не притворяется, а у кого подозрение, там, что Нет, болит. к нам направляют людей с подозрением. Как это работает? То есть есть район, да, берем район. Есть терапевт, есть в районе обязательно онколог. Если нет Да. онколога, его функцию выполняет терапевт. Как? Не знаю. это То есть работает. терапевт, он каким методом... Ну, типа да. Как бы бросает терапевт это карты Таро. самый жесткий доктор, потому что он как Он бы всё должен должен знать. знать Анестезиолог, всё. И анестезиолог, самый конечно. жесткий, Но да. это Он все само должен собой. знать и уметь Это делать. да, это само собой. Но тем не менее. То есть терапевт, его функция какая? То есть его функция, к нему приходят пациенты. с Он должен какими-то правильно жалобами. выбрать тебе врача. В смысле врача? Да, он должен выбрать тебе врача и примерно понять, какие обследования надо делать. То есть пришел человек, говорит, у меня там что-то кашель. Да, там кашель 3 года, кровь у меня. Вот я кашляю, кровь. Проктолог Нет, изо рта такого проктолог. для профилактики. Ну да, там какой-то отправил на одно. Колоноскопия. Не Не понравился помешал. человек на На колоноскопию. колоноскопию. Пожалуйста. Вот ты вытащил счастливый билет. Точно говорю, поможет. То есть функция терапевта в районе определить, к какому врачу дальше его направить. То есть там какие-то подозрения на туберкулез, Да. врачу, который лечит туберкулез, это фтизиатр. И все это В по районе. наитию, да, происходит? У него же нет анализов у этого терапевта. У него он какие-то берет... Ну почему? Он может Косвенные? назначить анализы Не, он и же сказать, назначает где там анализы. что с По анализом. месту, То есть да? человек Конечно. пришел, пожаловался, ему назначили перечень анализ, человек пошел, сделал, пришел, показал. А если в районе не справляются, они отправляют на Отправляют область. дальше. Ну, понятно, логика понятная. И там То уже есть- вот они могут здесь уже В районной... Нет, церкви. район отправляет в республиканскую больницу, и там уже как бы больше оборудования, специалисты, как бы. Мгм. Ну, то есть Квалифицирование. маршрутизация пациентов, она Да, как и бы там настроена. уже выясняют, болен действительно, не болен. И А так. сейчас эта маршрутизация, она Она как-то нарушена? Она работает, но не хватает специалистов.
То есть мало специалистов, как бы, да, там Поэтому очереди еще очереди больше. там, к терапевту там 2 недели, 3 недели. Ну, То есть сейчас условные счастливчики, которые могут пройти диспансеризацию, их как бы уменьшается это количество. Ой, ну, на самом деле, прошлый год, позапрошлый, вот медицина России была направлена именно на эту диспансеризацию. Там были и надбавки, там есть вот норма, сколько в месяц должно людей пройти эту диспансеризацию. Участковый врач-терапевт, он там должен был всеми возможными заманивать людей, Точно чтобы тебе он надо сходить. Не, ну проходил. на самом деле, это правильно. слушай. Да, а сейчас в связи с этим, с ковидом, в этом году как бы это сейчас Все планы убрали. приостановлено, да, то есть, по-моему, ее сейчас и нет диспансеризации, только если ты сам хочешь пойти обследоваться. Но я не могу утверждать, потому что сейчас все силы кинуты на ковид. Просто получается, что обычный человек сейчас, мне кажется, в больницу вообще просто так не хочет идти. Ну, то есть это же очаг заражения Да. в любом случае, да? Ну и почти, поскольку много больниц под ковидные госпиталя. Госпиталя. Не знаю. Да. Не могу правильно подобрать. Несите русский слова. То есть, Мужик или да, я не знаю. Ну, смотри, получается, что делать? Так, тут у нас кашель есть. Получается, что делать? Ну, эта вся ковидная история, она так или иначе косвенно и прямо влияет вообще на все. На все прямо влияет, конечно. А в ковидном госпитале. Да, в конкретном каком-то. Да. Вы думаете, там кто работает? Вот эти терапевты, переодевшиеся. Эти же терапевты, эти же гинекологи, эти же вот врачи в самых разных специальностей узких, да, уролог, гинеколог, проктолог. Вот. Он теперь они стали ковидными докторами. Потому что, вообще... людей не хватает. Людей не хватает. есть... Как бы, по идее, должны инфекционисты пульмонологи. И специалисты. Да, но у нас же этих специалистов не в таком количестве. И так быстро их нельзя обучить, да? То есть конечно, именно нет. Вот просто вот эти вот терапевты, в разных специализациях доктора, они есть тоже эти обучения, курсы, то есть они читают вот эти же вот рекомендации, о которых я говорю, как диагностировать, лечить. Они это читают, там онлайн-тестирование проходит. Все равно, как бы, понятно. Такого молодого бойца, да, что-то очень быстрое. Да, но поэтому, естественно, образуются дыры. Не хватает специалистов. Их забрали с их места работы, грубо говоря, и отдали на другую работу. То есть, получается, все эти сферы, там, где я слышу, что боксера и кардиологов не осталось, то есть там что-то поувольнялись. Получается, что все остальные болезни, они так или иначе пошли на второй план. Да. То есть, и сейчас как будто бы они куда-то делись, но они же никуда не делись. То есть, получается, если по большому счету брать, то этот ковид, он опасен даже вот этими последствиями, по сути. Да? Ну да, то, что система здравоохранения, она огромную нагрузку получила, и она не может с ней справиться. Ну это по всему миру, так, если честно сказать. Да. То есть все в Италии, когда у них был этот очаг, там врачи, у которых был ковид, им не выдавали результаты. Я вот по новостям слышал, не знаю, правда. Чтобы не деморализировать? Да, ну что, то есть как бы, ты работаешь. Все потому что не было врачей в Италии. Ну вот просто их нет физически. А лечить людей надо. Ну как бы. Это же нельзя просто. Вы закрыты, спасибо. Опять же, вот с этими аппаратами, не все же могут там интубировать человека, там поставить ему вот это все. Ну, это врач-анестезиолог, травматолог только может. Да, это не... Вот в этом-то и особенность, почему очень сейчас стал вопрос, как бы раньше, их уже давно не хватает анестезиологов, реаниматологов, просто на них перестали идти учиться, потому что труд тяжелый, очень большая ответственность. Ты должен знать все как терапевт, во всех специализациях ориентироваться и руками уметь все сделать. То есть поступает человек, неизвестно, что с ним, да? То есть реанимацию нужно провести. Он уже как бы вот умирает. Ты должен его реанимировать, заинтубировать, подключить к КВЛ. И не только. Придумать, как его просто спасти. Как лечить. Анестезиологи занимаются экстракорпоральные методы. Это, допустим, когда кровь забирают из организма, в аппарате прокручивают. Это тоже анестезиологи этим занимаются. То есть во всем этом надо ориентироваться. Вот. И получается, и анестезиологов давно не хватало. А сейчас, когда кинулись, что они вот прям очень сильно нужны, потому что они этим непосредственно занимаются, когда уже тяжелое состояние, только реаниматолог, а их нет.
И что делать? И это не переучиться. Например, если терапевт прочитает эти рекомендации, да, ну, средняя, Ну, там, погуглить легкая, может там. да, и он там таблетки даст, ну, капельницы, а вот именно реанимацией не займется. То есть может даже быть такая ситуация, что ставят аппараты, а некому просто подключать людей Ну, к да, аппарату. да. Потому А в что, Италии была тогда, ну, тоже нехватка аппаратов ИВЛ была во всем мире. Как бы, как оказалось, их не хватает везде, не только в России. не было такого спроса, наверное, на эти аппараты. То Не есть, было такой нагрузки. Ну да, Да, не да. болели же таким И там, количеством. конечно, они на эти видео мы тоже смотрели обучающиеся. Но, слава богу, у меня как бы еще не было такого, что нужно этим воспользоваться было. да. Как один аппарат, они эти трубки раздваивали, расстраивали, и один аппарат и там вентилировал Несколько троих человек. да. Вот это, Ну, это тоже. от нехватки, да, получается? Эти Конечно, аппараты? да. Или там у них тоже были, настолько не хватало этих аппаратов, что создавались комиссии. Решали И кому? Кому? Допустим, Ну, у это тебя понятно. 10 пациентов и один аппарат ИВЛ. Из 10 ты должен выбрать, кому его подключить. Родственника, да, должен найти. Ну, понятно. Ну, слушайте, ну, как бы это разумно. И понятно, что, допустим, если у тебя есть реально один аппарат, ты выбираешь самого тяжелого. Это понятно. Нет, не обязательно. Нет. Они могут все быть одинаковы. Вот в этом-то и смысл. Создавались комиссии. А как по гороскопу? Как? Нет, по прогнозу. Кому Кому из просто 10, кто из них, они все одинаково крайне тяжелые. Берут и возраст тоже. Возраст, тоже пол, там выживаемость разная, приморбидный фон, это заболевания дополнительные, если там сахарный диабет, Сопутствующие. да, Да. ожирение, Да. там вот это вот все учитывается, и выбирали как бы самого здорового бойца, так сказать, Да. и ему отдавался аппарат. То есть у кого самые высокие шансы. Выжить. Ужасно, но вот такие. Ну, Вот, это да. нормально. То есть это просто как бы строго, ну и да. это же не ну, то есть тут как бы все понятно. Доказательная медицина, там, все строго. Какие вообще прогнозы вообще, ну, к чему людям готовиться? Что, как? Есть какие-то, ну, не знаю, там месяца, когда будет послабление, когда Там мы будет... сами в шоке, не Ну, знаю. вообще, вот есть какой-то такой чат, где врачи пишут, типа, ну вот мы там думаем в апреле. Нету. Ну, не знаю, Самим вот так интересно, вот чем скажу. дело закончится. Ну, в июне, я думаю, опять все будет нормально. Как бы, Я думаю, к в мае. июню станет мая. полегче. Я думаю, в Да, мае, точно наверное, полегче да, а то станет. море все-таки уже прогревается. в Ну, мае. то, что врачи морально готовили, что осень, зима и весна, это будет тяжелее, потому что это и так обычно вспышка заболеваемости ОРВИ. Иммунитет падает. Это плановая история. Да. Грипп, вот это Да. все. Да, а теперь Он туда же никуда еще не это- ушел, этот грипп. Никуда Да. не ушел. А теперь, допустим, у Добавь тебя еще ОРВИ один. или грипп, а ты еще и ковидом заразился. Здравствуйте, приехали. И вообще сейчас пойдут подарочки такие. То есть получается, что даже если ты заболел гриппом, и эти симптомы ты как бы узнаваемые, но это же не повод сразу паниковать вообще в целом, или уже повод? Еще раз. Ну вот заболел гриппом человек, Ну, ты же не знаешь, заболел гриппом. или нет. ну вот тоже есть такое. Ну мы же раньше болели гриппом, Но раньше не Болели. было ковида, понимаешь? Да, Да. нет, он тоже был, но он как ОРВИ Ну, как бы, протекал, ну, да. а раньше вообще был, да, у нас ковид? В Крыму вообще был ковид? Ну, я же говорю, он уже давно описан и протекал как легкая форма ОРВИ. Там насморк, Мгм. вот такое, Ну, то есть, очень может, это легкое. где-то было ОРВИ, все, нас. Это обычно писалось ОРВИ, да. Как бы это. Никто даже не вникал, да, в эту историю? Ну, в принципе, да, если там последствий особых нет, то чего в него вникать? Теперь эти все заболевания, сейчас ОРВИ будут наслаиваться с ковидом. Допустим, ты заболел ОРВИ, у тебя иммунитет Да, упал. да. И ты с кем-то проконтактировал. Да. Возможно, там, допустим, еще летом ты там на море купаешься, загораешь, фрукты кушаешь, у тебя Да. хороший иммунитет. Ты проконтактировал и пошел себе дальше, что иммунитет справился. А здесь это вот межсезонье, смена погоды, холод, это вот хандра всякая. Да. И у тебя там ОРВИ, да, и ты проконтактировал, иммунитет и так снижен. Тут еще вирусная нагрузка. Естественно, больше шанс, что ты заболеешь. Вот оно и пошло это все. Мгм. Сейчас вот такой всплеск, больше 100 человек в день, тоже это по официальным данным, Да. тоже, допустим, утро холодное, да, день жаркий, Вечер Да. холодный. вечер холодный. Перепады. Вот Еще эти и перепады, это же тоже, как бы человек... То есть это просто на иммунитет Да, влияет, да, а конечно. ослабление иммунитета сразу Сразу, риск, да, что ты да. можешь, Заболеть. допустим, да, то есть если ты там, условно говоря, там все лето контактировал с людьми, которые там болели, Да. тебе нормально все сходило с рук, тут, Ну, получается, иммунитет там немножко справлялся просел, твой, да. и на тебя это Да, повлияло.
Мгм. И получается, что в таких ситуациях выход какой? Опять же, эти все витамины и что? То есть Ну, все- просто стараться свое состояние, да, поддерживать. Да, Здоровый да. образ А жизни. если заболел, то серьезно к этому отнестись. Ну, как бы не думать, авось прокатит. Дай бог, что прокатило. Мгм. Но лучше серьезно отнестись к этому. Мгм.